хотим вот это убрать. Вот это вот. Бардак. Novāk vispār situācija. Kāpēc viņi izveido? Zvejas ostā vieta ir, mājas nav apkārt. Kāpēc tur neiziet? Kāpēc šeit izveido? Kas dev tiesību viņam, jā? И особенно дает грохот, который вот контейнеровоз пустой идет, контейнеровоз пустой. Ночью бывает тоже ездят. Невозможно провести 15 минут это собрание. Вот пенсионеры, которые, ну трудно даже выходить из дома. Вы знаете, ничего удивительного, если мы будем сейчас друг за другом в психушку попадать. Bet kā izmainījies dzīvokļu cena pēdējo gadu laikā šajā rajonā? Ir kaut kādas? Не металлолом, а что-то еще грузят. Но это тоже невозможно слушать, все время это пипиканье. Это не 30 километров в час. Где это 30? В котором месте? Покажите мне. Территория 9 мая Ну, пустая все стоит. пустая. Почему Домов там нет нельзя кругом. сделать? Надо было здесь сделать, именно перед домом. Там яхт-клуб Кунген. Мои соседи, мне плакать хотелось, глядя на них. Даже открытие этот. У кого двухкомнатные делали сквозняки. Пусть пыль летит, ну не сдыхать же. Pierādījums ir. Tā. No sākuma es nesaucēju tās palodas, kas sākās. Pagāja kāda nedēļa, nu šausmīgi netīrs viss. Es ar skaidru visu notīrīju. Nu, domāju, ko tagad darīt? Es katru rītu, ticat, neticat. Tas ir no šorīta. Katru rītu? Katru rītu. У соседей полка в секции, да, этот. Весь хрусталь на полу. Вот сидишь, телевизор смотришь, у меня одно окно туда, в той комнате сидишь, и я вибрирую, вот сижу в кресле в мягком. Загадили полностью. Зеленый, красивый район, экологический, море рядом, все, и никакого удовольствия. Раньше же мы ходили купаться сюда, загорали. А мама тоже ходила. Вот давайте я вам скажу, раньше мы жили здесь в раю, а теперь мы живем в аду здесь. Вот это вот, видите, невозможно. Всего у вас собрано, насколько я понимаю, более 500 подписей. 530 подписей для того, чтобы остановить вот эту историю безобразия с новым. Значит, скажите, пожалуйста, как долго происходит, вот это, когда это все началось, вернее? Это все началось с прошлого года, с лета. Где-то в мае месяце они закончили строительство этой территории. Приходила инспекция по поводу нашей жалобы по этому перегрузке металлолома. И они зафиксировали превышение. И когда они здесь были, они пошли в порт, и тогда они выяснили, что там этой работой занимается Сиатолмет. А Сиатолмет никакого разрешения на работу конкретно в этом месте не имела ни разрешения, ни лицензии. И только в августе этого же года, прошлого года, Рижская дума вдруг выдает разрешение на использование этих площадей под вот эту песарнейшую дарбибу арметалушнем, которая должна быть только в том случае разрешена, если проведены все дополнительные измерения влияния на окружающую среду. Но этого сделано не было. Mēs uzrakstījām dokumentu, aizsūtījām, mums atsūtīja atpakaļ, kad atkrituma likumā ir tāda un ka viņi drīkst šeit nodarboties ar šo 20. gadā. Ja? 20. gadā. Jā, un tad bija Vecmilgrāvi biedrībai bija arī pasākums. Man liekas, ka šī kundze arī piedalījās. Jā. Un, diemžēl, neviens neko mums neapsolīja. Neko neviens neapsolīja. Visiem likās, kad ir forši, ka mēs... Jā, bet vēl kas jūs uztrauc, es tikai saprotu, tas ir ne tikai troksnis, bet arī smaka. Nē, nu, protams, un visiem ir uz balkoniem putekļi. Visi ir nu, tādā, nu, kā lai pasaka, metālūžņu krāsā visi ir uz balkona. Un viņi rakstīja tā, kā viņi attiecas uz mums, iedzīvotājiem, kas ir iegādājušies dzīvokļus šajās mājās, vēsturiski te ir bijuši ostas uzņēmumu darbinieki. Vai te ir pareizi? Nē,
bija un joprojām ir jāreķinās, ka ostas darbība var radīt zināmas nērtības salīdzinājumā ar citām pilsētas daļām. Līdz ar to vērtējot lietvedības apsvērumus par sabiedrības izsniegtajā atļauju norādīta metālužņu krāvu apjomu palielinājumu, viņi tagad grib palielināt. Viņam it kā atļauja ir uz 70 000, bet viņi tagad grib palielināt līdz 350 000. Vispār likvidēt vajadzētu. Jā, un ir jāņem vērā ne tikai atsevišķu iedzīvotāju subjektīva neapmierinātība ar metālužņu kraušanas laika radīto specifisko troksni, bet jautājums jāvērtē plašāk, tā skaitā raugoties no vēsturiskā skatu punkta un vērtējot tautsaimniecības ieguvumus un zaudējumus, ja teritorija saimnieciskā darbība pilnībā vai daļa tiek apturēta vai ierobežota. Понимаете, что он пишет? Мы не люди вообще. Bet kā izmainījies dzīvokļu cena pēdējo gadu laikā šajā rajonā? Ir kaut kādas ziņas tur kritās, ja? Varbūt kāds ir pārdevis dzīvokli šeit, Kādam ir pircis. Я купила квартиру в 2000 году. Вот на Мелдру 16, чуть подальше. Прекрасный вид. За забором вот не было этих бешеных ангаров. Проплывала теплоход, пароход, паром. Красота была. Тихо, прекрасно, замечательно. Так машины грузовые еще не ездили. Кто дал право вот это вот за забором, вот эти ангары настроить? Нет ли случайно норматива, что минимально 500 метров от жилого дома? Полное нарушение идет везде. Был свежий воздух. Вечером, на ночь, окно открываешь, прекрасно проветрил. Сейчас либо воняет битумом, оттуда тянет, либо копченой рыбой, либо вот этот вот металлический вкус. Значит, вы нам отдадите эти бумаги или перефотографировать? Хорошо? Ka jāizsauc ir dienests, kas atskaries samērīs trokšņu līmeni. Nu, tas jau izdarīja. Nē, viņi neatvilkās vispārībā. Viņi neatbildēja, bet vispār jau... Nē, viņi neko, viņi pat neatbrauc. Viņi teica, ka viņa, vai es vēlos būt klāt, es teicu, ka es vēlos būt klāt. Nu, Neviens nav atbraucis. Jā, bet tomēr mērījuma dati mums... Tas ir pirms gada taisīts, jā? Jūs zvaniet šitam kungam, kas... Protams, ka zvanīja. Un neko, jā? Kas tur uzrakstē? Veselības vai ko? Vides pārvalde. Vides, это... У вас же есть данные по шуму. Mums bija vecmilgrāva biedrība, es nezinu, jūs bijāt vai kāds no mājas bija, arī piedalījās tai vecmilgrāva biedrības sapulcē, kad bija osta, policisti, vides. Kur tas bija sapulcē? Viņi bija, tad, kad vēl bija tajā Zoomā bija, viņi nebija uz ielas. Jā, Jūs bijāt? Jā, viņi man uzaicināja. Jā, nu lūk, un tajā dienā viņiem ir skaidri un gaiši uzrakstīts, ka viņi var, viņiem ir tāds punkts, kad viņi drīkst piesārņot noteiktā daudzumā. Nu, jā. Kādreiz, ir atļauts. bet tā viņa naktī. Kundze, šeit ir teiks, ka jums ir jāvēršas veselības inspekcija, lai viņi izmērītu. Jā, mēs arī pazvanījām. Jūs arī zvanījāt, jā? Lai viņi atbrauc, jā. Vai jūs viņiem rakstījāt? Nē, mēs piezvanījām. Jūs zvanījāt. Es rakstīju veselības inspekcijas. Nē, jūs varat ņemt to lapiņu. Labi, paldies. Мерили, все уже замерили. У меня в квартире стояли У аппаратура. меня есть. Я уже отправляла вашему корреспонденту вот это позамером. Им пришлось вызывать полицию, и они даже и полицию туда не пускали. Но в итоге было зафиксировано превышение вот этого криозота в воздухе. И буквально где-то на прошлой неделе я тоже звонила по поводу вот этих запахов, и перезвонил мне инспектор, который проверял, и он сказал, что да, к сожалению, обнаружено это превышение. Но сам этот Лемомс, который был составлен акт, они мне не прислали, и я сейчас сделала запрос в Свидес Денестом, чтобы они мне дали конкретно ответ по этому последнему замеру.
Угу. Хорошо. Таким образом, вопрос о химическом загрязнении, он остается открытым, и данные мы должны еще получить для того, чтобы двигаться дальше. Программу максимум убрать отсюда порт. То есть надо на это ориентироваться. Если вы напишите петицию, мы поможем ее оформить и очень быстро подать. Но вы понимаете, что вопрос решается здесь, внутри. За это время ваш этот район деградирует полностью, за 12 лет, пока там будут рассматривать. Но существует более быстрая процедура. Это петиция в Европарламент. Мы вам поможем ее оформить очень быстро. Буквально если сегодня вот какой-то будет написано, ну типа такого документа, да, можно сразу же подать. И мы поможем вам там в рассмотрении и так далее. То есть это то, что мы можем. Нет, это Европарламент, это буквально через полгода будет. Это достаточно быстро пройдет. Да. Они с удовольствием такие вещи рассматривают, потому что это то, что касается охраны окружающей среды, это в центре внимания, то есть там как бы будет. Но, конечно, решение здесь за властями местными и за судом. Поэтому судебный путь, он тоже очень важен. Мы порекомендуем вот через Лидию адвоката, который мог бы этими вещами заняться, но там вы уже как-то должны сами организоваться будете. Ну, в суд уже конкретно каждый персонально Нет, я думаю, что коллективно это, да, вы просто на одного человека вы доверенность выписываете, что вы доверяете одному, но в целом это должно быть коллективное как бы заявление, тогда оно будет выглядеть более весомым и более значимым тогда, может быть. Я хочу в почтовый ящик заглянуть, чтобы мне второй раз не надо идти. Держите. Потому что просто так оно ниоткуда не пришло. Ну, видите, сейчас это вообще все надо будет поднимать с самого начала, то есть когда было принято решение, то есть кто это решение принимал. Сейчас это порт подчиняется государству напрямую, долю самоуправления убрали. Вот, но документы должны были сохраниться, то есть когда было общественное обсуждение, принималось решение, концепция какая-то была и все прочее. То есть, но поскольку это все-таки территория города, вот где дома стоят, то есть здесь город имеет все-таки, ну, компетенцию что-то сказать. Что, пусали? Угу. Да, Лодзу. Я как-то звонила тоже по поводу этой пыли, а мне сказали, а вам какое дело? Это что, ваша территория? Ну как, она же идет на нас. Un tad, kad viņa attaisa angāra durvis vaļā, nu tur tāda smirdoņa nāk ārā. Pa naktīm it sevišķi viņa taisa. Es ievēroju, pa naktīm taisa. Tagad viņi pamanījuši, ka mēs aizgājam un saka strādāt uzreiz. Un tur otrais tās sētas. Но временами, когда ветер меняет направление, то появляется запах криозота. Он такой, ну, чувствуется вот этот химикат маслянистый в воздухе. Вот. И если он действительно используется, и это зафиксировано, то это, конечно, скандал. То есть это отравляющее вещество, которое давно не применяется нигде близко от жилых помещений, тем более в жилых помещениях. Да? То есть это яд, который отравляет людей, имеет канцерогенные свойства. В ЕСПЧ, суде по правам человека, который находится в Страсбурге, рассматривание этого дела может несколько затянуться, мягко говоря. Поэтому надо решать на разных уровнях внутри страны, то есть это и суды, и обращение к рижским властям, обращение к центральным властям, ну и еще обращение в Европейский парламент, где это может быть рассмотрено достаточно быстро. И, естественно, Русский союз Латвии поможет с оформлением петиции в Европейский парламент.